Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Привет! Здравствуйте! Наш сегодняшний выпуск посвящен дайджесту за прошедшую неделю. Что такого интересного произошло у нас в городе? Много мероприятий было на прошедшей неделе в нашем городе, и первое, о котором мы хотим поговорить, это КВН. Эта игра знаменательна была тем, что в ней принимало участие много команд из разных городов и поселений нашей республики, а конкретно Ленска, Кызылсыр и Алекминск. Меня еще также порадовала очень команда из Кызылсыра, потому что прекрасные музыкальные номера, прекрасные вокальные данные у всех участниц. Впечатлился даже. А женские команды всегда мужчин радуют. КВН в этом году 55 лет, и давайте пожелаем конкретно нашей региональной лиге только процветания. Кстати, в связи с юбилеем, вот Сережа напомнил, к нам в Якутию приедет в августе месяце флаг Международного союза КВН, который отправляют по всем городам. Наверное, кто-нибудь в сопровождении будет, какой-нибудь КВНчик. Гаджи Тарбаев с кучей Нет, бойцов он и промоушен Fight Night. он уже был у нас. Красавчика ждешь, что ли? Ты сказала, какой-нибудь КВНчик красавчик. Я красавчик не говорила. Ты сказала красавчик? Да? Ой. Никакого Кызылсыра! Ты специально? Непроизвольно. Заткнись! Не за что. Неожиданно, да? КВН. Продолжаю удивлять. Привет, бэйби. А, ты же Соленька. Привет, Бэмби. Да ты до 6 класса двойки получал. Ну зато сейчас... А сейчас ты мой одноклассник. Коля, мне страшно. Да ладно, что ты? Я же служил, вот, смотри татуху. ЕПФ. А что это значит? Якутская птицефабрика. Кстати, Леха, у тебя что, нормального костюма нет? Ну, бюджета нет и костюма нет. Может, мелочи подкинуть? Воу-воу-воу! Вообще-то я в команде самая клевая. Я езжу только на дорогих авто. Ты же на автобусах ездишь. Ты вообще в курсе, что пазик лям 200 стоит? Буквально только что прошла 1/4 финала региональной лиги КВН Якутия. Давайте узнаем, что зрители думают по поводу прошедшей игры. За кого вы болели сегодня на КВНе? За Союз молодежи. За Якутск молодой. Они крутые. За сборную Ленска. Они классные ребята, и в плане то, что они шутят на бытовые темы, что мне больше всего нравится. За Якутск молодой. Почему? Потому что они крутые, с моей школы. Я за Якутск молодой. За Якутск молодой. Сборная Алекминска. Якутск молодой. За Алекминск. Почему? Я их топер. Я болел за друга. За африканского друга Криса, чтобы он не забыл слова. Да подожди. Привет! За кого ты сегодня болел? Привет. За команду КВН Алекминск. Очень хорошая, сильная команда. Достойные соперники. А кто твой любимый игрок вообще в КВНе? Виталия. Борзенков? Ой, подождите. Щукин, ты крутой. Ты самый классный из всего КВНа. Володя. Желаем вам дальнейших успехов, чтобы все было круто. Услыхав судьбы призыв, не трусь, пока ты жив. А кто лучший КВНщик для тебя? Виталий Щукин. Виталий будет таким же позитивным и веселым человеком. Пусть трепещет стадион, играет чемпион. Ваш любимый игрок? Боб, ты самый лучший игрок. Иннокентий Хабуев. Привет, Киш. Спасибо, что ты с нами. Боб. Он очень пластичный. Вот он, кстати, идет. Боб! А, да. Ты тоже пластичный. Спасибо. Передай ему привет через камеру и пару ласковых слов. Ведь победы светит знак, друг другу врагу враг. Я знаю секрет про Вову, который никто не знает. Какой секрет? Виталий Борзенков, ты молодец, что похудел. Спасибо. Попов Константин Сердыков, так? Это ты? Да. Передаю будущему себя. Развивай актерские навыки, и все будет. Ну ты понял, да? Вот у тебя есть в лиге любимый игрок? Вот сейчас у нас сегодня появилась эта маленькая Саша, она взорвала всех биатлоном. Если ты это смотришь, скажи то, что у тебя появилось очень много поклонников. Развивайся, правда, очень круто. Талант актрисы просто нула. Привет. У тебя есть в лиге любимый игрок? В лиге, да, есть это Виталий Щукин. Виталий Щукин, я люблю тебя. Ребята, удачи вам в дальнейшей игре в КВН.
узнали много интересных мнений. Встретимся на следующей игре. Пока! И наш второй сюжет посвящен такой непростой теме, как привычки. Анастасия Гриневецкая рассказывает про свои плохие привычки. Вот у Ильи Цоя есть плохая привычка бить мой пуфик каждой съемки. А я тут, между прочим, выкладываю, чтобы там фигуру красиво видно было. Кстати, о красивой фигуре и о привычках. Я каждое утро пытаюсь вбить себе в привычку с утра выпивать 2 кружки воды, но не получается. Такая тяжелая цель. Я, кстати, так и не понял, я хотел выяснить, а когда стало модно быть правильным, да? Серьезно все пропустил? А как, прости, я может быть сейчас встреваю, а когда было модно? Когда Нет, это ну стало? подождите, я все к чему, потому что вспомните 90-е там, ну я подрастал, типа, но там 2000-е даже, всегда модно было быть плохим, типа, сейчас модно быть правильным. Это тот момент, когда Сережа осознал, что он не в моде. Я не готов просто. Хорошая привычка, это что может быть? Типа, что? Стирать вещи? Я не знаю, что. Ну, стирать вещи нет. Там сразу мыться тоже как бы нет. Вот, допустим, хорошая привычка у меня есть. Я выключаю свет. То есть я не могу, когда в квартире в лишних комнатах горит свет, хожу и выключаю его. И родители это дико бесило. Время от времени там крики раздавались. У меня такая привычка появилась с тех пор, как я начал сам платить за коммуналку, как бы. Да. Причем, знаешь, это такая привычка, что типа, так, я же могу что-то сделать и не включая свет, да? Зачем он сейчас нужен? Ну ни к чему же там смотреть на что-то. Говорят, для запоминания новой привычки нашему организму необходим всего лишь 21 день. А что если вместо вредных привычек мы начнем приучать себя к полезным? А за идеями для новых свершений мы отправились на улицы нашего города. Скажи, пожалуйста, у тебя есть полезные привычки? Полезные привычки? Ну да, их куча. Нет. Активисткой быть в школе и вообще по жизни. Не знаю. Не опаздывать. Бег? Вставать рано, ложиться рано, такое есть. Ну, я каждое утро встаю, чистю зубы. Я утром подтягиваюсь и как бы отжимаюсь. Это я считаю полезной привычкой. Поиграть. Спортзал. Нет? Не знаю. Я занимаюсь спортом, баскетболом, легкой атлетикой. А какие бы вы хотели себе развить полезные привычки? Может быть, бегать по утрам или вставать раньше? И так рано встаем, и так бегаем. Заняться спортом? Ну, хотя бы вставать пораньше. Не выбрасывать мусор. Или самосовершенствоваться. Я не знаю. Съесть на правильное питание. Я хочу уделять время побольше развитию дикции. Ложиться рано и просыпаться тоже рано. Читать книжки. Спортом заниматься. Вовремя кровать застилать. По утрам. Заниматься гимнастикой. Читать побольше. Здорово. А какие бы полезные привычки вы бы хотели посоветовать молодежи? Вставать по утрам. Не опаздывать. Я не знаю, я правда не знаю. Здоровый образ жизни. Помогать старшим. Скандинавская ходьба. Заниматься спортом, быть всегда в тонусе. Я бы хотел порекомендовать почаще заниматься физкультурой. Это самое главное. Спортзал. Всегда быть оптимистичным, например. Мне кажется, самая полезная привычка – это ничего не откладывать на завтра. Ну что ж, давайте развивать себе только полезные привычки. Ставьте хэштег в социальных сетях 21 день полезной привычки и делитесь результатами, а также подписывайтесь на наш аккаунт в инстаграме prop.tv. Юля, Юлечка, Люльчик, поздравляю тебя с днем рождения. Мы тебя любим. Счастья, здоровья, любви, хороших оценок, сдать ОГЭ на 5. Ну или на 4. И наш третий сюжет посвящен единоборствам. А конкретно... Айкидо. Насколько я знаю, в айкидо есть одно из направлений, или как это назвать, типа философии, нужно направить энергию твоего противника против него. Ну, это основной постулат айкидо. Систему айкидо нельзя рассматривать в отрыве от других единоборств, потому что создатель айкидо Морихэй Усиба, О-сенсей... Сейчас ты на него очень похож, кстати, прикинь. Так вот, айкидо было создано, когда Морихэй Усиба уже был в достаточно зрелом возрасте, когда он понял, что молодые бойцы его подпирают. И вот эти болевые приемы, воздействия на мелкие суставы, это все такой своеобразный адд-он, какая-то надстройка над существующей техникой. Ты своего противника, всю его энергию негативную должен потушить. Смотри, вот ты меня будешь бить, а я должен типа... Хватит! И ты такая, Нет, типа, это я тебя точно? такая, типа, кидаю и такая аккуратненько положила тебя. Да.
Первая школа айкидо открылась в Якутске в 1998 году. Сегодня в нашей республике работает целая федерация айкидо, которая регулярно проводит семинары и аттестации для всех, кто серьезно увлечен этим боевым искусством. Конечно же, первое желание – это научиться там самообороне элементарной, так как это единоборство. Айкидо, оно, конечно, сложноватое искусство, чтобы сразу постичь, применить ее там где-то там на улице. Здесь сама идея именно освободиться от этого желания, насилия. В айкидо существует множество направлений. Одно из них – ки-айкидо. Именно ему был посвящен минувший семинар. Приставка «ки» переводится как «жизненная сила». Один из главных принципов ки-айкидо – полное расслабление и спокойствие. Как человек грамотно должен успокоиться? Иногда бывает так, что смотришь, особенно родители, когда там ребенок что-то закапризничает, ему говорит: ну-ка успокойся, кому говорю. И тут на него строгость напускает, он начинает еще больше переживать и волноваться. А мы успокаиваемся, переносим свое внимание и дыхание в точку пупа, можно так сказать. Потому что так человек напряженный. А когда расслабляется, весь тело равномерно перемещается вниз. То есть основная идея ки-айкидо – это расслабление. Цель звучит так: единство души и тела и слияние со Вселенной. Главная цель нашего учения. А на какой вы пояс сейчас претендуете? На какой кью? На 5-й. А 5-й кью – это какой цвет? Это будет желтый пояс. А есть ли у вас желание, стремление, цель получить черный пояс? Ну, конечно. Какой же солдат не хочет стать генералом? В айкидо, как и в других видах боевых искусств, существует система разрядов. Ученические степени называют кью, а мастерские даны. Оценить уровень айкидока можно по цвету его пояса. Например, новички носят белые пояса, а с повышением уровня знаний и навыков цвет пояса меняется на более темный, от белого к желтому, оранжевому, зеленому и так далее. Мы не могли не спросить, применяют ли айкидоки свои знания в повседневной жизни. Нету такого понятия, чтобы ты сам нарываешься на такие ситуации. Нету такого особого желания демонстрировать свои эти навыки. Вот есть такое понятие в Японии, да? В японских искусствах. Это айкидо, карате-до. Все, что на до заканчивается, это так называемый путь. А это гармония, ки это душа, до это тело или путь, так называемый, да? То есть не только на татами, но и в жизни не дергаться, не прыгать, не кричать, а именно расслабиться, спокойствие и идти дальше. Ну, пригодилось то, что я научился, в принципе, в какой-то момент падения, допустим, там, катаюсь там на коньках, на лыжах, вовремя расслабиться, сделать правильное движение и упасть, не травмируя себе сухожилий, суставов. Я бабушка с большим стажем, у меня много внуков. Очень хочу, чтобы открыли секцию для детей. Самое главное – здоровье. А здоровье, оно опять все идет от нервов. И когда человек спокоен, расслаблен, уверен в себе, он здоров физически, он здоров психически. А если он здоров, то у него будет удача, счастье, радость и любовь. Наша передача подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграме Prop.tv и заходите на наш канал на Ютубе Проб ТВ. Ну а с вами мы увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Всем пока. Это я говорил про неделю. А ты что, ты говорил? Ты сейчас говорил? Я сказал, увидимся с вами ровно через неделю. А что ты это говорил? Это я говорила. Всем айкидо, пацаны. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.